Вспомнить все и кого следовало привлечь наконец к ответственности. Речь об уголовных делах, которые были возбуждены в разные годы, но по каким-то причинам не получили логического завершения. Так, на минувшей неделе стало известно, что экс-депутата от фракции Арнамыс Каныбека Осмоналиева вновь приглашали на допрос в ГКНБ. А ведь впервые о скандале, в котором он оказался замешан, сообщили еще в 2014 году. Генпрокуратура тогда сообщила, что его подозревают в получении через посредников от родителей отдельных абитуриентов 14 тысяч долларов за поступление в Кыргызско-Российский славянский университет. За это он направил письменное обращение бывшему в ту пору министром образования Канату Сыдыкову, в котором настоятельно рекомендовал рассмотреть вопрос о зачислении на медицинский факультет этого вуза 27 абитуриентов из различных регионов, якобы пострадавших от стихийных бедствий, из высокогорных районов, малообеспеченных семей и инвалидов. Эти же требования предъявил и ректору КРСУ Владимиру Нефадьеву. Все это время, как оказалось, расследование продолжалось и к этому моменту завершилось. Он фигурант уголовного дела, и его пригласили в рамках этого уголовного дела. На сегодняшний день расследование уголовного дела завершено, и дело отправлено в Генеральную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и дальнейшей передачи в суд. Примечательно, что развязка наступила именно тогда, когда Советом Безопасности был брошен клич наказать всех недонаказанных. Так, по словам секретаря Совбеза Дамира Сагымбаева, изъято и передано в Генпрокуратуру около 250 дел на предмет обоснованности их приостановления и прекращения следственными органами ГКНБ и ГСБ. Расследования затягиваются с 2 положенных на это месяца на годы. Реже в случаях с уголовными делами, чаще коррупционными. И сегодня нет итогов по уголовному делу, к примеру, депутата от Бирбула Исхака Перматова, которого обвинили в том, что он в 2010 году, являясь руководителем Кочкуратинского Кыргызнефтегаза, нанес ущерб государству в размере 258 миллионов сомов. Игоря Чудинова и Акылбека Джапарова, которые подозреваются в незаконном выделении и нецелевом использовании бюджетной суды в размере 200 миллионов сомов ОАО «Машиноиспытательная станция». Музафара Исакова, обвиняемого в том, что он в бытность главой Ташбулакского Айлокмету незаконно предоставил земли сельхозназначения под строительство жилых домов. Все указанные депутаты на вопрос о ходе возбужденных в отношении них уголовных дел отвечают так же, как Музафар Исаков. Время покажет, что это за дело, поэтому давайте подождем результатов следствия. Только после этого я смогу прокомментировать этот вопрос. А ведь статья «Коррупция» считается тяжкой и позволяет принимать меры в отношении любых должностных лиц без чьего-либо разрешения. Но именно такие дела оказываются затяжными, а то и вовсе канут в лету. Обычно коррупционные дела возбуждаются конкретно в отношении должностных лиц, да? То есть лица сразу становятся ясным, четким, поэтому по должностным преступлениям, по коррупционным преступлениям очень мало оснований, практически не бывает оснований для приостановления. Следователи умудряются какие-то находить основания и приостанавливают. Все это незаконно. Я думаю, они продлевают на 4 месяца, на 5-6 месяцев. И сколько край есть? Край, если человек под стражей не сидит, то есть лицо преступления не сидит, то края практически не бывает. К слову, прекращенный и приостановленный не одно и то же. В первом случае работа прекращается полностью, а вот во втором дело остается в подвешенном состоянии. И прокуратура, как орган надзирающий, должна разобраться, было ли более веское основание для его прекращения или приостановления, нежели взятка. Елена Яковлева, Бакыт Кошалиев, НТС.